Всем большой привет! Мы начинаем знакомить вас с нашей любимой родиной, с великолепным, красивым Кыргызстаном. И первым делом мы с вами поедем в Баткен. А следующий выпуск будет про Ошскую область. Про него вы услышите от нашего коллеги, шоумена Алтына Камчиева, поэтому не пропускайте наши выпуски. Самолетом мы летели около 40 минут. Баткен оказался небольшим городком. В нем не было огромных супермаркетов, как в Бишкеке, зато вдоль улиц часто встречались тандыры. Отовсюду вкусно пахло лепешками и самсами. Вечером в гостевом доме за чаем папа сказал: «Детки, план у нас такой. Завтра утром мы едем в абрикосовый сад, а послезавтра на базар в село Самаркандек. Там продают лейлекские ковры. Ну а послезавтра поедем смотреть место, где растет цветок айгуль». «Ух ты! Папа, мы увидим цветок айгуль?» «Нет, к сожалению, не увидим, потому что сейчас июль, а он цветет лишь один раз в году, в апреле. Как жаль. Но мы все же любим лазить по горам. Да? Да! Наступило утро, и мы поехали на прогулку в абрикосовый сад. Это был удивительно красивый сад, зеленый такой, и там было много-много деревьев. Они стояли ровными рядами, сад был огромный. Там мы встретили дедушку, хранителя сада. Дедушка рассказал нам много интересного об абрикосах. Оказывается, в Баткене многие выращивают абрикосовые деревья, в отличие от других плодовых деревьев, им не требуется много воды. Мне очень понравился этот дедушка. Он так много знал и так интересно разговаривал. Например, он говорил: не давайте пойдем по этой дороге, а последуем за этой дорогой. Или вместо того, чтобы сказать: вот здесь арычную воду можно поворачивать, он произнес: вот здесь можно арычную воду пригласить течь в нужном для сада направлении. Он говорил о явлениях природы как о живом человеке. Мама мне пояснила, что это потому, что он бережно относится к природе, как и наши предки. Мне тоже очень захотелось быть такой же заботливой и хорошей, как этот дедушка. Я всю ночь думала о добром дедушке, его уютном дворике возле сада и воде, которую можно пригласить течь в другую сторону, а не просто повернуть. Утром мы поехали на большой базар, который находится в селе Самаркандек. Восточный базар поразил нас своими красками. Мы шли по рядам, разглядывая разнообразные товары. Остановились возле ковров. Это были большие мягкие ковры с красивыми орнаментами. Продавец подтвердила, что эти ковры производят в Лейлеке. В наш последний день пребывания в Баткенской области мы поехали туда, где растет прекрасный цветок айгуль. Когда доехали до места, мама сказала нам: «Эркинай, Бигджан, надо будет идти вверх минут 20. Осилите или подождете нас здесь?» «Осилим, мы сможем». Я понимала, что цветок айгуль уже отцвел, но взглядом все же искала его. Мы погуляли по горе и спустились вниз. Мама с папой были очень веселыми. «Доченька, что с тобой? Почему ты такая грустная? Тебе не понравилось наше восхождение на гору?» «Понравилось. А что тогда случилось?» «Я так хотела посмотреть на цветочек айгуль». «Не переживай, доченька, мы еще приедем сюда. И специально в апреле». «Хорошо. Давай покажу тебе фотографию айгуль. Сейчас, подожди. Открою интернет. Вот, смотри». «Папа, какой красивый цветок!» «Да,
очень красивый, и многие люди срывают его, не понимая, что этого делать нельзя. Это редкий цветок. Он растет только в нескольких местах нашей планеты. Ух ты! Мы никогда не будем рвать этот цветок. Правильно, дети. Его ни в коем случае нельзя рвать, потому что это редкое растение. Айгуль относится к исчезающим видам растений и занесен в Красную книгу. Пап, а он большой или маленький? Его высота от 1 до 1,5 метров. Ого, почти с меня ростом. Да, это многолетнее растение. А что это значит, многолетнее? Это значит, что зимой растение не умирает, а засыпает, а весной снова цветет. А некоторые растения умирают навсегда, и нужно посадить новые семена, чтобы выросли снова. Значит, айгуль засыпает? Да, я читал, что ростки у айгуль проклевываются только через 7 лет, а еще через 7 появляется первый цветок. И каждый год прибавляется по одному ярко-оранжевому бутону, поэтому, увидев айгуль, можно сосчитать, сколько ему лет. Пришло время уезжать из Баткена. Баткен мне запомнился красивыми полями, абрикосовыми садами, яркими базарами и вкусными лепешками. Я очень хочу в будущем приехать и посмотреть, как цветет прекрасный айгуль. А также подумал, что даже если у моих родителей не получится еще привезти нас сюда, я вырасту и приеду сама. И обязательно познакомлюсь с этим цветком. Всем огромное спасибо за внимание, за просмотр. Ставим лайки, комментарии пишем. Также участвуем в конкурсе. Мы разыгрываем 10 книг среди вас, уважаемые наши зрители. Для этого нужно выложить фото, рассказать про достопримечательность, про которую мы еще не говорили, поставить хэштег «Изучаем наш Кыргызстан Баткен», и среди лучших мы отберем победителей. Спасибо. Спасибо. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока.